Iyangadu emkerkandu ayamamat videkelyum Утарва корво иргидина дюляскаке генедено орор корди нулгидено аямамат бидекелю. Это песня эвенков и енгры. Они в этой песне прославляют свой поселок, как они там хорошо живут, воспитывают детей. И также в стадах они смотрят за своими оленями, живут в тайге, восхваляют свою срединную землю, на которой они живут. А я, Колесова Светлана Дмитриевна, по-венкийски звучит «Богучар Сигундара Митриху надбигим Би Балтыча Муснюгжату». Я родилась в Уснюгже. Богучар – это мой род. Сигундара, меня так называл папа. Митриунат означает «дочь Митрия». Мой прадед и моя прабабушка жили в Тунгиро-Алекинском районе. Мой прапрадедушка был из рода Богучар, а прапрабабушка была из рода Чакагир. Вот прабабушка из рода Чакагир, она прожила 102 года. И у нее было такое особенное свойство. Она умела предугадывать события. И когда наши мужчины уходили в тайгу за добычей, и всегда у нее сородичи спрашивали: ну-ка посмотри, когда же наши охотники подойдут? Она ложилась на землю, прикладывала ухо, лежала и слушала. И говорит: о, нет, не ждите, они скоро не приедут, они еще охотятся. Или же говорила: о, через 3 дня они тут уже будут, готовьтесь. И правда, через 3 дня они уже тут были. Вот. А еще у нас в роду были особенные, даже сами эвенки их уважали, считали их как целителями. Они были, Непсердиновы были их фамилии, а так эвенки их называли канчигары. Они умели лечить, занимались целительством, ходили к ним за советами. У нас еще были сказители Немнаканов, это эвенкийских сказок, Карарбах Лука и Карарбах Нер. Они могли часами петь на своем языке, складывали сказания былых эвенков и о героях, как они сражались со злыми духами, как они их побеждали. Вот такие удивительные люди. Мама моя родилась там же, в Уснюгже. Мои предки, они были оленеводы, таежники, все время жили в тайге. Она тоже. Повзрослев, их всех детей отправили в интернат, и они там все жили. Окончив учебу, она очень хорошо училась. Ее отправили в город Читу на курсы учителей. Приехала обратно в Уснюгжи и работала учительницей. Потом, как самую грамотную, ее сделали в сельсовете секретарем. А отец мой был охотником. Когда молодые были, они поженились. Молодые родители нашей героини мечтали о большой семье. У них уже было 4 ребенка, когда несчастный случай лишил семью в одночасье сразу 3 сыновей. Тогда, наверное, было такое, не было, как сейчас, дорог, транспорта, поэтому они передвигались в центр по реке. И она мне рассказывает: один раз мы из центра поехали обратно в Уснюгжу, на лодке плыли. В одной лодке моя семья была, мама, папа, старшая моя сестра Лидия, она была годика, может, ей 2, и младше ее были 3 мальчика.
Вторая лодка с молодыми специалистами русскими, они ехали учителями в школу работать. А третья лодка была с представителями власти, по-моему, там был милиционер, еще кто-то. Попали они в водоворот, и все 3 лодки перевернулись. Но, к сожалению, вот эти мальчики наши были маленькие, и в люльке, в деревянных, в берестяных люльках, поэтому они сразу пошли, конечно, на дно. А Лида, моя сестра, спаслась тем, что мама в молодости все время шила. И шила ей пальто из ватина. И оно как-то это расстегнулось и стало вот таким куполом над водой. И благодаря вот этому пальтишке она вот спаслась. Их спас один молодой русский парень. Ему было 18 лет, он всех их с воды, всех вытащил. Они потом еще шли 3-4 дня пешком до населенного пункта, забрели на какую-то заимку, где был, ну, если по ее рассказам, это какой-то был золотодобытчик. Золотом, что ли. Он их не пустил, отправил дальше. И шли они так, и вот наткнулись на деревеньку русские, там жили. Вот они их всех приняли, отогрели, покормили, дали одежду. Но потом уже вот это, ну вот так они спаслись. Потом мы переехали в Венгру, там жили. И с нами была мамина самая хорошая подруга. И они с одного рода, с одного поселка очень дружили, ходили друг к другу в гости, встречались. Звали ее Непсердинова Мария Прокопьевна. И дочка у нее была Светлана. Светлана Степановна, которая сейчас работает в Хатыстыре, и детям преподает и венкийский язык, культуру, традиции своего народа. Она в Оленевском районе тоже работала, в детсаде тоже так же сочиняет свои песни, стишки на венкийском языке и учит детей. Это очень такой благородный труд, я считаю, потому что нас, носителей венкийского языка, осталось прямо на пальцах пересчитать. Она нас считает, и мы ее считаем, что вот один род, это одна семья, самые близкие наши родственники. Все детство Светланы прошло в Иенгре. Школьные годы пронеслись как одно мгновение. У нас в семье у мамы нас 3. Сестра моя старшая Лида, я и брат Игорь. К сожалению, его сейчас уже нет. Сестра Лидия, специальность у нее врач-терапевт, в Магаданскую область. Ее направили, там она работала 3 года. Затем она работала в Алдане, в Тамоте, потом в Иенгре чуть-чуть проработала. Но последнее время, больше 30 лет, она работала в городе Нерюнгри терапевтом. У нее сын Александр поступил в Москве в университет тонкотехнических технологий имени Ломоносова. Закончил, отлично учился, кстати. Закончил и работает там же, в этом же университете преподавателем. Также работал РУДН, кандидатскую защитил. Женат, у него уже есть семья, хорошо живут. Старшая сестра Лидия для Светланы всегда была абсолютным примером для подражания. Она хорошо училась и была большой общественницей. Поэтому, когда пришло время выбирать профессию, она, недолго думая, отдала документы в медицинское училище. Потому что Лидия тогда уже была без 5 минут врач. После окончания училища нас направили на Колыму. Ну, я чуть-чуть опоздала, поэтому пошла в министерство. Тогда работала Петрова. Подошла к ней, я говорю, вот так и так. Мои девочки все уехали на Колыму, я тоже туда, тоже к ним хочу, чтобы там поработать вместе с ними. Она так посмотрела на меня, такая маленькая была, худенькая. Она говорит, ты куда собралась, на Колыму? Я говорю, да, там мои девочки уже уехали. Вот в Бельгайский совхоз езжаю, там как раз вся молодежь собирается, со всей России приезжают, там будет очень здорово. Нет, я хочу на Колыму.
Так и я поехала на Колыму. В Среднеколымске меня встретил главный врач и отправил в поселок Сартай. Там уже был врач Винокуров Николай Иннокентьевич. Очень хороший врач. Это все первые годы моей жизни. Вот он так был как бы наставником. В этом же поселке я встретила своего будущего мужа Колеса Иннокентия Дмитриевича. Мы поженились, у нас родились 3 детей, 2 мальчика и дочка. Он в свое время проработал там главой администрации 2-го метийского наследия поселка Сватай 18 лет. А свою рабочую деятельность он начинал, был плотником, бригадиром строительной бригады, потом у него было маленькое ИП, когда они заготавливали дрова местному населению и дома строили, активно в то время строили дома. И за время своей деятельности все социальные объекты построил. Котельную центральную, детский новый сад, спортзал большой, клуб новый, да. Тогда же было движение «Добрые дела», и вот за счет населения очень хорошо помогало. Станцию, которая перекачивает воду питьевую с речки до поселка, это большое дело, потому что там же нужно с ведрами на озеро или так как-то дойти до речки. Много было у него грамот, благодарственных песен, но самым главным он считает, дали звание заслуженного работника сельского хозяйства. А я, работая в больнице, мы работали там молодым коллективом, со мной работала Сафронова Любовь Петровна, Максимова Марфа Гаврилина. Вот мы молодые девочки там работали все вместе. Познакомились, он приехал как раз после армии, молодой парень, высокий, главное, красивый, тоненький, стройненький. Там вот были у нас по тогдашнему времени танцы после кино. Вот там мы, молодежь, собирались, и там мы познакомились с ним. От моего мужа Кешу были без ума. Очень-очень его любили. Спокойный, немногословный. Как человек, редкостный, я думаю, да, он до сих пор такой же. У него свое такое мужское мнение есть. Они вообще боготворили его, когда они были живы, потому что приняли сразу полюбили. Ну и вот для нас, вот, и для моих детей, для моих внуков, наш дедушка Иннокентий Дмитриевич опора, самая такая опора, вокруг которой вот наше движение идет. Мы на него надеемся, мы горды им, что у нас есть такой вот дедушка. В окружении все его уважают. Даже вот в поселке, когда он приезжает, сейчас-то не работает уже, а приезжает туда, вот все его ждут, советами к нему приходят, советуются. Ну, уважаемый человек поселка. В первые дни на новом месте Светлане Дмитриевне было очень трудно без знания якутского языка. Якутский язык меня научила жизнь, научила обстановка, так как фельдшер, надо приходить к больному, его спасать, лечить его, надо разговаривать. И вот я в короткие сроки научилась разговаривать по-якутски. Сейчас очень хорошо владею. Папа по-якутски разговаривает, и мама спрашивала, а как это, что за слово, переведите. И мы иногда вот некоторые слова переводили на русский, потому что некоторые слова мы не знали. Моя бабушка по папиной линии Мария Павловна, долгожитель. Всю жизнь она проработала дояркой, была награждена даже почетной грамотой. Верховного Совета. Верховного Совета. Тогда СССР, в 1957 году. В детстве я очень часто проводила время у моей бабушки. Самое такое, наверное, запоминающееся, это когда приходишь в гости к бабушке, и она всегда: ты садись, рассказывай, поешь, и сидишь, чай пьешь с бабушкой, она всегда сидит у окошка так, и смотрит, кто там мимо проходит, кто идет в гости.
И каждого гостя она так встречала. Там могли просто зайти, спросить кое-что. И она все равно: садись, чай попьем, всех усаживала, была очень гостеприимная. Из-за этого, наверное, в моей памяти, моей детской памяти закрепилось то, что нужно быть открытым к людям. Нужно быть открытым, нужно принимать людей, нужно быть добрым. Ну и чтобы была взаимовыручка, конечно же, потому что именно за разговорами, за столом люди открываются, вот именно пья горячий чай с молоком, сорот, кёрчах, оладьи. Да, оладьи по якутским традициям. И все равно вот стол домашний, он все равно сближает. Во-первых, она была очень красивая, статная, большие выразительные глаза. И вот эту свою красоту, не только внешнюю, но внутреннюю красоту, она сохранила до своих последних дней. И передала своим детям. У нее дети тоже такие же, на маму сильно похожи, отзывчивые, добропорядочные. И вообще любые проблемы вот твои становятся ихними. Очень хорошая семья. Я им благодарна. Благодарна своему мужу и всем родственникам, и вообще всем сватайцам. Я их люблю. Когда мы там жили на Колыме, в поселке, мы всегда ходили в гости к нашей бабушке Марии Павловне. Все праздники проводили там. Ну а тут здесь уже возле меня все концентрируются. Приходит семья моего сына Максима. Все вместе всегда праздновали все праздники. Стараемся всегда быть вместе. Не отличаем вот эта культура якутская, это ивенкийская, нету, это русская. Все общее, все основывается на любви к людям, на добропорядочности, хоть какой национальности. Уважать, привечать, встречать, уважительно относиться, потому что между людьми нет никаких различий. Только некоторые говорят на разных языках, но это не должно ничего препятствовать ни любви, ни дружбе. Все должны жить в мире и согласии. Светлане Дмитриевне еще в детстве и в юности довелось увидеть воочию камлание ивенкийских шаманов. Позже, когда заведет свою семью, она всегда будет стараться воспитывать своих детей на знание ивенкийских корней. Поехали на каникулы в табор, и 2 палатки стояли. В одной палатке вот все мы, сколько там нас было ивенков, расстелили вот эти лиственные ветки, на ветке шкуры, и там вот мы спали. Однажды ночью я проснулась, смотрю, а в палатке никого нет, печка железная посередине топится, а я одна. А слышу вот так вот, где-то там вдалеке бубен играет, вот так вот бьет ритмично. Дым-дым-дым. А он все убыстряет свой темп, и быстрее, быстрее. А у меня от страха кажется, что это... Сейчас на нас, наверное, волки нападут. Сейчас я оденусь, выпрыгну и бегом побегу куда-нибудь, лишь бы тут не сидеть. Ну, вот, оказывается, это было. Там шаман рядышком жил. И вот он как раз камлание делал, собрал всех сородичей. Почему меня не позвали, не знаю, может, не знаю, почему-то меня оставили. И вот во время он камлал всю ночь, и я вот это камлание слышала. Была в то время Матрёна Кульбертинова, а у нее был брат Сангалаев Николай, родной брат вот этой шаманки Удаганки, нашей Матрёны, женился на сестре моей мамы. Она действительно великая была. Сначала у себя там вот в своем стаде, в своем таборе она лечила своих родственников, лечила людей. Потом, когда слава от ней пошла дальше, к ней приезжал с Якутска профессор Алексеев, да. У него как раз сердце было больно. Он приехал просто как исследователь. А когда зашел к ней в палатку, он сказал: у тебя больное сердце, тебе надо срочно его менять. И сделала такой обряд, привели специального оленя. Она поменяла оленя сердце
и ему отдала Алексееву. Здоровое оленье сердце. Он сейчас в здравии живет до сих пор. Он это в своих научных трудах тоже описывал, как это было. Это все есть, это правда. Свою ивенкийскую бабушку Анну Прокопьевну Катя поближе узнала только в 14 лет. Приезжать на лето к бабушке в Иенгру не всегда получалось. Все-таки их разделяли несколько тысяч километров. Бабушку я свою помню. Я с 8 класса училась в Нерингре. Уехала со Сватая, в Нерингре училась в школе «Арктика». Специально для народов Севера школа, экспериментальная школа. С 8 по 11 класс я там училась и жила у бабушки и у тети Лиды. Как помню, у бабушки в комнате стояла швейная машинка. Она шила, встречали вот стол, угощали всем самым лучшим. Она всегда разговаривала на ивенкийском языке. Я ивенкийский язык тогда еще не очень так хорошо знала, поэтому тетя Лида мне переводила иногда. Допустим, даже вот что-то по дому сделать, там подай чашку, подай ложку, все время было на ивенкийском языке. В школе я изучала этот ивенкийский язык. Мой преподаватель Клавдия Иннокентьевна Макарова, тоже она уроженка Иенгры. И бабушка наша со своей сестрой Марией Прокопьевной часто гостили у нас в нашей школе. Анда в Арктику часто их приглашали как почетные гости. На всех праздниках, даже есть фотографии у нас такие. Сидят они в чуме, обе сидят в национальных одеждах и главное в телефонах. Да, в руках телефона. Они были очень рады. Конечно, бабушка работала в школе учителем, и, видимо, вот эта энергетика ей очень нравилась. Именно дети, школа. Сейчас я работаю в школе. Во время учебы в школе мне очень понравился английский язык. Любила, изучала его, и тогда у меня появилась цель изучить английский язык. Потом, когда мы поступали, мы с мамой ходили, выбирали, думали, куда же поступить. И была заявочная кампания Российский государственный педагогический университет имени Герцена в Санкт-Петербурге. И там была специальность учитель английского языка и ивенкийского языка. Отучилась я там 5 лет по специальности, и еще 2 года магистратуру закончила. Ну, учителем я стала, все-таки это у меня было. Да, все-таки это было, у меня было уже внутри, но я этого не осознавала раньше. Когда училась в школе, у меня было шефство над младшими классами. Мальчишки, девчонки подходили ко мне, им помогала делать уроки. В основном по английскому языку. До 14 лет я жила в якутской среде, вокруг меня были якуты, традиции все праздники, это были якутские. Только потом, с 8 класса, уже с 14 лет, уже я стала вникать в ивенкийскую культуру. Тогда как самосознание произошло. Я, оказывается, не полностью якутка, а еще я и ивенкийка тоже. И в школе «Арктика» нас учили именно ивенкийской культуре. Ивенкийской, эвенской, ну, всей северной. И мы пели, танцевали, хороводы, все учили, изучали язык, литературу. Но сказать, что вот именно столкновение, проблемы такой не было. Потому что это как-то произошло легко. И все еще вот я знаю то, что вот я и якутка, и ивенкийка. У ивенков не было никаких таких вот материальных ценностей. Я лично вот так вот все, что есть, все, что дает вот на сегодняшний день нам Бог, или то, что вот мы сейчас имеем, это мы всегда считали, что вот это достаток. Ивенки по своей натуре никогда не показывают свое «я». Вот эта скромность, во-первых, уважение к человеку. Многие говорят, вот деликатность какая-то есть. Очень деликатные, никогда не выпячиваются. Мне так вот кажется. Настоящие ивенки, которые из тайги. Они ближе к природе, вот что скажу я. Природу умеют слушать, потому что
Каждый раз мы, когда собирались, ходили вот в лес за ягоды всей семьей. Берем этот гуявун эвенкийский, ведра и идем в лес. Берестяной специальный венкийский совок делали, и вот им конусообразный, и им собирали ягоду. Мы, когда переехали в Венгрию, мы уже стали как бы оседлые венки. У нас уже личного стада не было. То было, там вишнюк же остались у наших родственников. У нас олени были. Вот. И так-то дарили тоже, да, но уже в самой Венгрии, когда мы жили, там у нас уже не было. А были только вот колхозные, вот когда мой папа, он работал очень долго проводником геологов. Из московские геологи приезжали, делали разведку, ну, там недр. И вот он несколько лет у них работал. Вот тогда у нас были олени. Летом очень любили оленям молоко. Оно уже густое, когда его надоешь, оно как сметана. Собирали голубику ягоду, и вот с этой голубикой ягодой вот это вот сметанку, оленье молоко. Даже это не молоко, это сметанное же. Оно до того густое, жирное, очень вкусное. Еще сухое мясо я любила. Они вот так вот мясо, когда много-много, сушат его на полоски, а потом это на мелкие части так. И мешочек. Это в летнее время? В летнее время, да. Вот это такое мясо я очень любила. Все время кушали мы. А так потом уже пирожки стряпали. И потом еще, помню, наш папа костерок там во дворе разведет, и это гальянов налоем, эту рыбку на костре, а иногда на печке бумагу завернем и жарим, когда она прожарится. Рыбка мелкая, вот так вот кушали. И венгийская еда, лепешки стряпала. А потом уже вот пирожки пошли. Моя мама, я как помню, ее всегда шила. У нее всегда была отдельная коробочка, где она держала все свои иголочки, ниточки, сухожилия. Всем нам она шила унты, обшивала. Раньше вообще-то не было никакой одежды у детей нас, когда мы росли. Поэтому у нас было все самодельное. Все шил. Я даже помню, на Новый год она сняла шторку с окна. Тюлевые или марлевые были, тогда не помню. И с этой шторки она мне шила платье на Новый год. И украсила золотинками от конфет. И я была эта снежная королева или принцесса, наверное. Вот до того вот она такая была мастерица, вот ее кумалан. До сих пор у нас сохранился много, что она шила. Сумочки шила, рукавички. Но у нас вот от нее остался большой кумалан, которым мы очень дорожим. И до сих пор носим ее унты, которые она шила сухожильными нитками. Помню, начала я вот взрослая уже в свет выходить, закончила училище. У меня были унты, она мне шила, и там было вышито бисером олень, беленький олень, 4 беленьких оленя. И они бегут по зеленой травке с цветочками красными, желтыми, белыми. Вот у нее был такой узор. Самые мои первые унты такие были. Из белого оленя шила. А эти унтики, это мои унтики. Когда я была маленькая, мне их шила моя бабушка. Ну, такие очень маленькие, мне кажется, размер, когда даже еще не ходят. Эти унтики мы сохранили, как уже музейный экспонат, скорее всего. Светлана Дмитриевна переехала в Якутск год назад, чтобы помочь с воспитанием внуков. Сразу окунулась в общественную жизнь города. Она активистка Ассоциации ивенков Якутии. Сейчас это мое самое главное любимое увлечение. Здесь есть такой ансамбль, ивенкийский ансамбль «Хэглен». Обрядовые. Несколько женщин, они там входят не просто женщины, а мастерицы народных промыслов. И Якимовна, Валентина, Надежда, народный мастер Антонина Республики, да. Вот.
Они венкийскую национальную одежду шьют. Мне очень нравится их работа, потому что стараются по канонам, именно по венкийским канонам шить. И фартуки, и на голову одеваем, да, вот это все. Дербеке называется по-венкийски. Участвуем в обрядах и в различных городских мероприятиях. У нас обязательно бакалдын, обязательно синильген, обязательно иканипке. Вот эти все наши обязательные праздники, где мы делаем обряд очищения. Потом вот у нас было в этом году кочевье, Международный день коренных народностей. Венки, вены, юкагиры собрались. Там был у нас большой праздник. И мы от своей семьи выступали все вот 4 с 2 внуками, пели, рассказывали на венкийском языке. Ну вот и вот заслужили такую награду, которую в год семьи, скажи. От Министерства труда и социального развития моей маме с папой вручили вот медаль за вклад в развитие семейной политики. Моя бабушка очень крутая, она говорит и поет по-венкийски и умеет танцевать хорошо. Она учит нас говорить по-венкийски, учит нас венкийской культуре. Когда мне становится трудно, она меня поддерживает и утешает меня своими словами. Она может быть примером для подражания. Для своего возраста она очень активная. Ну, моя бабушка все успевает. И посидеть, и обед приготовить, в интернете что-нибудь узнать. Сейчас мой сын Максим находится на СВО. И поэтому мы всем парням желаем, чтобы они быстрее возвратились домой. Желаем, чтобы победа была за нами. И посвящаем им песню «Катюша». Балдыяра яблоняла груша, там махтал бирани там дала. Барги дали юдиче Катюша, гугдала эмкердула юче. Барги дали юдиче Катюша, гугдала эмкердула юче. Мама для всех людей – это, конечно же, главное слово, главный человек в жизни. Для меня мама, во-первых, это уют, спокойствие, это доброта. Мама у меня очень активный человек, не останавливающийся на достигнутом, который идет все дальше, 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 больше. И для меня это имеет большое значение, потому что в жизни каждого человека должно быть развитие. Она для меня как пример для подражания. Поэтому я тоже сейчас в своей работе, в своей жизни тоже стараюсь идти дальше, делать даже что-то вот такое, то, что мне кажется, что это вот невозможно на первый взгляд, но я все равно пробую, и оказывается, что в принципе можно сделать. Для меня мама, возле нее всегда я была как бы защищена. Она какая-то была очень такая, как сказать, вперед идущая, не боялась достичь каких-то высот. Вот у нее такое было. Она не боялась трудностей.